И в завершение о спорте. В минувшие выходные в Якутске прошли соревнования по современному панкратиону «Нордфайт». На ходе турнира и о том, кто стал победителем главного боя, расскажет Власий Сергеев. Главной особенностью данного турнира, безусловно, являлось то, что это первое соревнование по современному панкратиону, которое прошло на территории Якутска под эгидой Дальневосточного федерального округа. За ходом турнира с трибун наблюдало руководство правительства и Министерства спорта республики. Также в качестве специального гостя присутствовал чемпион мира по смешанным единоборствам Акоп Остапян. На церемонии открытия якутские любители смешанных единоборств узнали приятную новость. Как заявил глава республики Егор Борисов, этот турнир отныне будет проводиться ежегодно. Со следующего года проводится как традиционный международный турнир по современному панкратиону именно в городе Якутске. Программу супербоев открыл поединок между Казимиром Захаровым, представляющим клуб «Саха-рестлинг ММА», и Умарали Акматовым из Кыргызстана. Судьба этой встречи решилась к концу второй минуты первого раунда, когда Казимир после красивого броска добился победы техническим нокаутом. В поединке весовой категории до 63 килограмм досадное поражение потерпел Юрий Алексеев. Представитель клуба «Уранхай» контролировал ход поединка, но на 4-й минуте первого отрезка его оппонент из Узбекистана Ильяс Ткачев провел болевой прием и вырвал победу. Третий супербой турнира между Савой Никитиным и Никитой Подлубным из Благовещенска затянулся на 2 раунда. Решением судейской коллегии победу в этом бою одержал якутский спортсмен. Игорь Сивцев в поединке с еще одним бойцом из Благовещенска, Валерием Шутовым, также добился победы решением судей. В предпоследнем бою встретились ведущие бойцы республики Герман Березкин и Джилустан Акимов. Первый раунд прошел при равной борьбе, но во втором Герман пропустил сильные удары по корпусу, что вынудило его отказаться от продолжения поединка. В главном событии турнира сошлись чемпион мира по муай-тай Григорий Попов и чемпион мира в разделе К1 португалец Ванда Альмейда по прозвищу Дизель. Григорий с самого начала завладел преимуществом и в итоге 3 раундов был признан победителем судейским решением. По словам организаторов, следующий турнир «Нордфайт» планируется провести осенью текущего года. Власий Сергеев, Антон Никифоров, НВК «Саха», Якутск.